Президент Кыргызстана Садыр Джапаров принял глав делегации 24-й конференции специальных служб тюркоязычных государств «Тюркон», которая проходит в Чолпон-Ате-Сыкульской области. Приветствуя руководителей национальных служб безопасности, глава государства отметил, что глубокие исторические связи, многовековой опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества между странами и народами создают крепкую основу для укрепления взаимодействия в рамках «Тюркон», сообщает пресс-служба президента страны. Садыр Джапаров подчеркнул, что конференция стала важной платформой сотрудничества и взаимодействия в области безопасности и уже многие годы служит востребованной площадкой для обсуждения широкого спектра профессиональных проблем, обмена опытом, выработки наиболее действенных моделей сотрудничества в области обеспечения безопасности. Сегодня особого внимания со стороны наших служб требует эскалация активности террористов на Ближнем Востоке и Афганистане, достигшая масштабов, угрожающих целостности некоторых государств и грозящая распространением далеко за пределы указанных регионов. Очевидно, что достичь значимых результатов в борьбе с данными угрозами и вызовами можно лишь путем последовательной и системной работы, совместными и слаженными усилиями, сказал президент. Как отметил глава государства, новое время требует новых подходов в решении проблем, преодолении вызовов и угроз. В этой связи выражаю уверенность, что содержательные и конструктивные дискуссии данной площадки несут весомый вклад во благо обеспечения безопасности на тюркоязычном пространстве. При этом тесное взаимодействие между спецслужбами стран-участниц конференции укрепит безопасность в наших странах, окажет содействие в эффективной борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и другими глобальными проблемами, отметил Садыр Джапаров. Президент выразил готовность кыргызской стороны к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих ценностей. Для справки, 20 мая 1998 года в Стамбуле специальными службами Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Турции был подписан протокол о создании конференции спецслужб тюркоязычных государств «Тюркон». С 2018 года СГБ Узбекистана вошла в членство «Тюркон». Во встрече сегодня приняли участие председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, начальник службы госбезопасности Азербайджана Али Наги Оглы Нагиев, заместитель начальника службы внешней разведки Азербайджана Самир Вугар Оглы Исмайлов, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Эрмек Сагимбаев, директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан, председатель службы госбезопасности Узбекистана Абдусалом Азизов. Турция открыла турецкую школу в Кыргызстане. Муниципалитет Этимизгут построил ясли и школу в Нарыне, городе-побратиме у подножья гор Тангри. Члены городского совета во главе с мэром Энвером Демирелем, приехавшим с исследовательской и ознакомительной поездкой в 2018 году в Нарын, получил запрос от губернатора Нарынской области и мэра города Нарын на строительство объектов социального значения. Городской совет принял единогласное решение о строительстве ясли и детского сада. Работы уже завершены. Открывшаяся сейчас школа, в которой будет обучаться 250 детей Кыргызстана, носит имя Ататюрка. Мэр Этимизгут Энвер Демирель и члены городского совета приехали в Нарын и открыли школу. В долине, принадлежащей Нарынскому району у подножья горы Алатоу, кыргызские власти встретили турецких гостей хлебом, солью и музыкой. Помимо мэра Этимизгута Энвера Демиреля на церемонии открытия присутствовали посол Турции Ахмед Садык Даган, губернатор Нарына Алтынбек Эргешев, мэр Нарына Канболот Тутуев, члены городского совета и жители города Нарын. Энвер Демирель, открывший дошкольное заведение, отметил: 1500 metrekare civarındaki okulumuzun öncelikle Narın halkına, Kırgızistan'a ve Kırgızistan-Türkiye işbirliğine, dostluğuna, kardeşliğine hayırlı olmasını diliyorum. Это мой второй визит в Кыргызстан. Наш муниципалитет Этимизгута и город Нарын имеют статус городов-побратимов. В первую очередь желаю успехов Кыргызстану, жителям Нарына, школе, которую мы открыли. В жизни людей бывают важные поворотные моменты. Я хотел бы сказать, что сегодня для всех нас очень важный день. Строительство такой школы в 5000 километрах от нашей страны – очень радостное событие. У меня эмоциональный подъем. Я верю, что дети, которые будут здесь учиться, станут символом дружбы между Турцией и Кыргызстаном. Мы дети одного отца, мы дети кыргызского народа.
Привет тюркскому миру. Мы должны любить друг друга. Мы должны быть вместе. Мы назвали школу в честь основателя турецкого государства, нашего лидера Мустафы Кемаля Ататюрка. Ататюрк был государственным деятелем с идеалами и целями. Одной из главных его целей было объединение турецкого народа. Сегодня в соответствии с этими идеалами с нашей стороны была оказана дружеская поддержка Кыргызстану. Во время открытия одна пожилая женщина, присутствовавшая на церемонии, отметила: эта школа и детский сад, носящий имя Ататюрка, воспитают идеальных и патриотичных детей Кыргызстана, таких как ваш лидер и основатель Ататюрк. Верю, что наша школа еще больше укрепит связи между Турцией и Кыргызстаном. Желаю, чтобы школа приносила пользу братскому кыргызскому народу. Наша главная цель – дальнейшее укрепление и развитие отношений между нашими народами и странами и достижение положительных результатов. Конечно, это должно способствовать турецко-кыргызскому братству и дружбе. Наша цель – еще больше укрепить наши узы братства, которые существуют уже тысячи лет. Мы здесь для этих намерений и пожеланий. Мы здесь, чтобы реализовать свои намерения и пожелания. Я один из многих мэров Турции и верю, что каждый хороший шаг, который мы предпримем, приведет к успеху во имя наших стран. Хочу поблагодарить всех, в том числе губернатора Нарына, которые на высоком уровне проявили гостеприимство и искренность к нашим сотрудникам. Если школа и детский сад, которые мы открыли в Нарыне, кому-то кажутся мелочью, это не так. Это духовная связь, которая значит очень много для нас. Конечно, это только начало. После этого у нас много работы. Удачи Кыргызстану, жителям и детям Нарына. Открытие детского сада и школы было отмечено в Нарыне праздничным настроением. Губернатор Нарынской области и мэр Нарына также подчеркнули важность братских уз с Турцией. Они отметили: сегодня для нас праздник. Наша молодежь получит хорошее образование в школе, построенной нашими братьями и сестрами, и принесет пользу нашему городу и стране. Мы хотели бы выразить благодарность турецкому народу и мэру Энверу Демирелю. Энвер Демирель был награжден благодарственной грамотой Кабинета министров Кыргызской республики и сертификатом товарищества города Нарын. Мэр Этемизгут Энвер Демирель и его сотрудники провели очень полезную встречу с руководством мэрии Бишкека. Состоялся широкий обмен мнениями о развитии и дальнейших перспективах двустороннего сотрудничества. 3 года назад между городом Нарын и муниципалитетом Этемизгут, мэром Энвером Демирелем при содействии общественного фонда «Аракет», председателем которого является Асанканова Асель, было заключено братское соглашение о сотрудничестве. Kırgızistan'a ilk defa geldim. Başkentin planlanması özellikle şehircilik anlamında çok hoşuma gitti. Başkentin dışına doğru da bu başkentteki oluşan gelişmişliğin de o taraflara yansımasını temenni ederim. Эмре Акгюль является самым молодым членом делегации, хотя уже является заместителем председателя парламента. В то же время он доктор философии в области политологии. Я очень доволен нашей поездкой в Нарын. Я думал, что нахожусь в своем собственном доме. Наша делегация почувствовала на себе все гостеприимства жителей Нарына. Я впервые в братской стране. Мне очень понравился план столицы Бишкека. Построены красивые здания. Эту красоту и архитектурный стиль было бы уместно развивать в сторону окраин города. Я чувствую, что руководство Кыргызстана и народ очень трудолюбивы. Я остался очень доволен командировкой и хорошими впечатлениями. Я хотел бы вернуться к своим мыслям о Нарыне. Нас отвели на плато у подножия горы Тенгри. Там показывали разные игры, очень схожие с нашими национальными играми. Я никогда не забуду все. Это первый раз, когда я выпил кумыс. Еще раз отмечу, что юрта, люди, музыка, игры и искренность и гостеприимство можно считать визитной карточкой Кыргызской республики. Я также восхитился очень красивой и загадочной топографией горы Тенгри. Я сам присоединился к людям, танцующим под кыргызскую народную музыку.
Исполнитель Хурсант Шеров, несмотря на трудности, намерен продолжать свой путь и в каждой стране чтить память легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева. Узбекский оперный исполнитель, руководитель ансамбля «Регистан» Хурсант Шеров уже многие годы совершает велопутешествия в память о великом азербайджанском исполнителе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве. На данный момент Шеров находится на территории России. Он выбрал цель – проехать по шелковому пути, то есть посетить Москву после встречи с Тамарой Синявской, Баку, столицу Азербайджана. Свое путешествие же решил посвятить легендарному азербайджанскому исполнителю Муслиму Магомаеву. Он всегда слушал и исполнял его песни. И считает своим долгом посвятить свое путешествие этому известному исполнителю. Не каждый певец может решиться на это и пройти через столько трудностей ради своего кумира. Все, кто его видел в дороге, благодарят за его выбор. Хурсант уже 2 раза принимал участие в Дне памяти Магомаева в Баку и Москве. Сейчас он путешествует с 2 флагами – Азербайджана и Узбекистана. Что интересно, его старший брат служил в Баку. Он проехал уже Кыргызстан и Казахстан. В столице Казахстана, в Нур-Султане, его встретили представители разных национальностей перед зданием Дома дружбы. Руководитель азербайджанского этнокультурного объединения «Хазар» Видади Агаев, председатель узбекского центра и жители тепло встретили Хурсанта Шерова. Я вчера думал, едет молодой парень с солнечного Узбекистана. Ну, приехал, познакомились, он ровесник. Брат, я тебе скажу большое спасибо. Взял такую тяжесть на свой спину. Присутствовать великого певца Муслима Магомаева, который 17 августа исполняется 800-летний юбилей в Азербайджане. Ему нужно проехать Москву и через Москву и Баку. И присутствовать на это юбилей, взял эту тяжесть на свою спину. Я не сказал бы, он фанат, он больше фанат. Муслим Магомаев, он был великим певцом, великим человеком. О него много можно рассказать. Его не только любили в бывшем Советском Союзе, и за границей Советского Союза тоже любили. Но этот Дом дружбы, он объединяет многие нации, народности, этносы, которые живут в Казахстане и в Нур-Султане в том числе. Именно благодаря той мудрой политике, которая проводится в нашей стране, в Казахстане, все более 130 этносов живут в мире и согласии. В том числе среди этих многих этносов есть этносы, которые в разное время, не по своей воле, оказавшиеся здесь, в Казахстане, в Великой Степи. В том числе и, конечно, представители и Азербайджана, и чеченцы, ингуши, в том числе, значит, и турки, мескитинцы. Я перечисляю именно те народы, татары, которые сюда, с Кавказа, я имею в виду, которые оказались здесь. Но во всем этом есть благо. Нет худа без добра, говорят. Люди, оказавшись здесь, они сохранились. Именно благодаря толерантности, именно благодаря той мудрости, милосердии казахского народа. Та рука помощи, которая была протянута братским казахским народом, тем народам, которые здесь по своей воле оказавшись, именно сегодня сохранили, умножают свои, традиции, сохраняя свою культуру, проникая взаимно в другие культуры всех народов, народностей и этносов, которые проживают в Казахстане. Вот гордо несут имя гражданина Республики Казахстан, который здесь живет. В данный момент проехало очень много стран под этим девизом этого человека великого. Да. И в Кустанае 5 лет назад, проезжая, я вот жил тогда там, встречал, познакомился лично, вот, и покорил он наш город, наш Сосновый Бор. Вот, поэтому да, ваши слова, я думаю, что без музыкального оформления, сопровождения, просто чистый голос, это будет для всех нас большая радость. Теперь мне очередь или? Да, очередь ваша. Да, вот очередь узбекистанец. Представитель, да, земляк. Он тоже поет, что ли?
Нет. Мы не знали. Все-таки надо. Талант есть у меня дочки. Да, ладно. Мы очень рады встретить вас. Я первый раз вас вижу. Я раньше не слышал, но теперь, когда я вчера увидел в ссылке ваш голос, как вы, я не мог, как говорится, различить Муслим Магомаева голос и ваш в точь. Понимаете? Пушкелдис, чтобы ваш талант всегда выше был, чтобы вы всегда поддерживали. Мы очень только рады вам. Во-первых, всем огромное спасибо. Я говорю, Кота Рахмат. Я на всех языках, не буду скрывать, я 8 языков знаю, но надо на общем языке говорить. Раз до слов, это общий дом. Общий дом. У нас в Ташкенте тоже есть наш общий дом, это родная страна. Например, если я сейчас нахожусь в Казахстане, видите, это майку мне дарит велофедерация города Шымкента. Спасибо ему, благодаря Саулету Байтенову. Он меня поддержал и говорит, до Астаны я вас буду наблюдать. Он наблюдает. И они мне подарили эту майку, чтобы носить. Видно, что синяя майка, голубая. Это небо. Это небо, дорогие друзья. Они меня встречают. Я сразу подхожу и говорю, Рахмет, Ульке Рахмет. Өзбекистан менен Казахстан достугу мәңгілік болсын. Благодаря Хайрату я чувствую себя как дома. Я вам один секрет открою. Когда я в Китай поехал, нес Муслима Магомаева, в Китае, в Пекине меня встречали диаспоры все Средней Азии, и казахи, и киргизы, азербайджанцы, все. И они мне сказали то, ты когда будешь заезжать Кургас, граница между Казахстаном, вы не поверите, у меня слезы текли. Я не сдержался, вот рассказывал вчера друзьям, которые встречали, вот спортсмены Нуржан, вот наш Эрнест Бай, Көке, и вот Хайрат. Я эту секрет открыл. Они у меня говорят, муслим это муслим, ладно. А почему вы на велосипеде носите и столько груз у вас? Зачем это вам надо? Я говорю, нет, я ношу флаг дружбы народов. Я певец Узбекистана, как считаюсь, дружба народов. Всегда, когда захожу в каждый город, тепло встречая, я ношу доброту. И популярую своего великого кумира Муслима Магомедовича Магомаева. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Астана, сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Если Ялла поет по всему миру эту песню, а мы носим как крылья, это всегда должно держать мост. Я за это, когда встречают меня, говорят, вы кто по нации? Я говорю, у меня дослух. Дружба. Они, когда узнают, я пою разные песни, вот только что наш уважаемый Видады Маллим сказал, да, чем лучше туда заходить, видите, солнце, очень красиво, облака, чистый воздух. Я несу, людям передаю. Философ, древнегреческий философ, помните, Аристотель часто говорил, сказал он, оставил, движение – это жизнь, а жизнь – это здоровье. Когда я заболел, мне врачи сказали, забудь всю эту боль, сядь на велосипед и станешь здоровым. Эй, азизанам, Azerbaycan, seni bağlayan Kazakistan. Ömrümün manası sen, kardeşlik dünyasısan, anamız anasısan, Kazakistan, Кыргызстан, Özбекистан, Türkmenistan, Азербайджан, Таджикистан. И, в общем говоря, это дружба. Пойдем.
Красный полумесяц Турции в сотрудничестве с Красным полумесяцем Кыргызстана оказывает денежную помощь нуждающимся семьям в Бишкеке, Чуйской, Иссыкульской, Ошской, Баткенской областях, а также Таласской, Нарынской и Джалабадской методом карты Красного полумесяца. Выявляются нуждающиеся семьи, соответствующие критериям проекта, и им выдаются карты Красного полумесяца, которые выполняют функции банковских карт. На карты начисляется $25 в месяц, которые семьи могут использовать для удовлетворения своих основных потребностей. Проект, осуществляемый в партнерстве с Красным полумесяцем Турции, Красным полумесяцем Кыргызстана, планируется продолжить в течение 6 месяцев на первом этапе. По словам руководителя Центральноазиатского региона турецкого Красного полумесяца Али Эрен Карадениза, в рамках совместного проекта Турции и Кыргызского Красного полумесяца мы начали акцию денежной помощи малоимущим и наиболее нуждающимся. Проведя исследования с Кыргызским Красным полумесяцем и выявив семьи, где имеются инвалиды, больные и где живут в очень тяжелом положении, мы начали оказывать денежную помощь, перечислив по $25 США каждой семье. Мы будем делать это в течение 6 месяцев, то есть около 2000 сомов на специальные банковские счета по системе Красного полумесяца будут перечисляться. Данную систему мы также используем и в Турции. Мы охватили все регионы Кыргызстана. Такую акцию мы проводим впервые. Наша цель – оказать денежную помощь 800 семьям. Целью использования этой системы является принятие мер для достижения адресной помощи. Здравствуйте, меня зовут Гульдар Касымова, я являюсь начальником департамента управления при чрезвычайных ситуациях. Если мы будем говорить о сотрудничестве между Красным полумесяцем Кыргызстана и Красным полумесяцем Турции, то это довольно долгосрочное сотрудничество и в разных направлениях. Начиная с прошлого года мы более тесно сотрудничаем, и турецкий полумесяц открыл свой офис в здании нашего офиса. И одну из наших деятельностей вы можете видеть сейчас, когда мы поддерживаем уязвимые семьи денежными выплатами. Также еще недавно, как вы знаете, прошел наш праздник Курбан-Байрам, на котором наши коллеги из Турции поддержали мясом самые уязвимые семьи Кыргызстана, по всему Кыргызстану. Также, конечно, у нас есть школа выравнивания, это в Иссыкульской области, где дети, оставшиеся без присмотра, ходят в нашу школу, которые отстали от общеобразовательной, при поддержке также турецкого полумесяца. После того, как они догоняют школьную программу, они возвращаются в обычные школы. Это часто встречается проблема в Кыргызстане, зачастую, к сожалению, из-за проблем миграции, да, когда дети остаются без присмотра и не посещают школу. Также мы сейчас обсуждаем дальнейшее наше сотрудничество в плане помощи одеждой, продуктовыми пакетами. Это могут быть какие-то одноразовые акции, либо долгосрочная поддержка семей, как мы сейчас видим. Нашей встречи с Эльнуром Эльтюрком, главой отдела внешних связей Союза тюркских аксакалов, мы спросили его о впечатлениях о Кыргызстане, и он отметил следующее. Я в Кыргызстане впервые. Мои впечатления отличные. Я много слышал об этой дружелюбной стране. Я смотрел ознакомительные фильмы. Теперь я наяву вижу то, что слышал и о чем узнавал. Очень приятно приехать с руководством и делегацией Ассоциации тюркских аксакалов сюда, в вашу страну. Было не так уж и сложно готовиться и проводить различные мероприятия, проводить встречи на разных уровнях, потому что мы считаем Кыргызстан и его граждан своими самыми близкими родственниками, как будто мы находимся в собственном доме. Мы сейчас у подножья гор Тенгри. Вчера я очень близко подошел к этой горе, которая считается гордостью тюркских земель и Кыргызстана. Я думал, что я сильный и непобедимый, потому что я опирался на гору Тенгри. Я думаю, что гора Тенгри и дальше будет играть важную роль в турецкой идеологии. В целом, как азербайджанский турок, я очень рад позитивным изменениям, происходящим в братском Кыргызстане. Что такое богатство? Какой смысл несет в себе это слово? Какой образ стоит за ним? У одних людей это слово связано со стремлением жить в достатке, иметь денежные средства. Для других богатство – это духовное развитие. Мы очень часто можем встретить людей, которые будут рассуждать о богатстве целыми часами. Что такое богатство? Оказывается, ответить не так просто. Сначала кажется, что в данном вопросе нет ничего трудного. Многие люди мечтают стать богатыми, кто-то предпринимает для этого определенные действия, у кого-то богатство остается только в мечтах. Но далеко не каждый сможет четко ответить на вопрос, что такое богатство. Как понять,
богат человек или нет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Большинство наших собеседников на наш вопрос ответили примерно так. Здравствуйте, что для вас означает слово «богатство»? Здравствуйте. Богатство для меня это семья, скорее всего. Семья, друзья, но не деньги точно. Родители, да, конечно. Для меня сейчас уже в моем возрасте богатство – это душевное спокойствие. Здоровье, благополучие моих близких, мир, гармония – вот это, наверное, самое главное богатство. Если этого нет, никакие материальные блага, они не принесут сюда душевного покоя. Богатство – это материальные ценности, а также деньги, на которые эти материальные ценности можно выменять. Что для вас означает богатство? Для меня богатство – это когда все есть и всего много. И есть то, что надо, и то, что тебе нравится. Все, что вы имеете в виду, все есть? Я имею в виду дом, все, что в доме, внутри дома, покушать, надеть, куда пойти, за что платить, ты ни о чем не думаешь. То есть вы видите в деньгах счастье? В деньгах? Конечно. А здоровье? Если здоровья нету, а деньги есть? И здоровье тоже. Наверняка, скорее всего, здоровье главное. Да, здоровье главнее. То есть счастье сначала, наверное, начинается со здоровья? Нет, я думала, вы раз вы задаете вопрос здоровому человеку, значит, для него главное – это богатство, деньги. А если человек больной, для него здоровье. Например, вот у меня таких особых проблем тьфу-тьфу сейчас нету, поэтому для меня деньги – богатство, дети – богатство. Для вас что такое богатство? Для меня богатство – это семья. Когда все близкие рядом, это больше, чем богатство. И самое главное, конечно же, здоровье. Вот и все. А все остальное оно будет. Это самое настоящее богатство. Я считаю, что никакие деньги оно ничего не заменят. Когда все близкие, родные рядом. Дома, родители, дети, любящий муж. Когда родители, дети, любящий муж, когда все живы, здоровы, все вот это вот богатство для меня. Естественно, и хорошие деньги не помешают, правда? Это у здоровья будет, родные будут, все будет. Деньги, конечно, тоже потом, со временем. Спасибо вам большое. А теперь представим, что у человека нет ни денег, ни материальных ценностей. Что тогда? Богатство – это семья, дети, внуки и родственники в том числе. И главное – здоровье самое главное. Можно ли считать талант человека или его знания ценностями? Мы полагаем, что можно, потому что он может в любой день получить за свой талант, за свои знания приличную сумму денег. Только в этом случае мы должны назвать эти ценности нематериальными. Богатство – это материальные и нематериальные ценности, а также деньги, на которые эти ценности можно выменять. Тогда зададим другой вопрос. Какую страну можно назвать богатой? По этому индексу развития человека первую семерку стран возглавляют: первая – Япония, вторая – Швейцария, третья – Австралия, четвертая – Англия, пятая – США, шестой – Израиль и седьмой – Сингапур. Что значит стать богатым? Богатый человек – это человек, владеющий разными состояниями, управляющий миром, созидающий и дающий благо. Бог – небо, любовь. Воистину небесное, волшебное, божественное чувство. Эти слова близки не только по звучанию, но и по смыслу. На приведенной ниже схеме отражены все сферы жизни человека, не только материальные, но и духовные. Первое. Возьмем для примера такую сферу жизни, как здоровье. Причем здоровье как физическое, так и душевное. Второе. Благополучная семья, благополучный и процветающий род. Разве это не богатство? Благородные, то есть рождающие благо, и благодарные, дарящие благо, потомки. Разве это не счастье для родителей? Третье. Финансовое материальное благополучие. Четвертое. Благоприятные взаимоотношения с людьми отражают наше взаимодействие с окружающим миром. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Человек счастливый – это тот человек, который является частью целого. У него есть часть Родины. Одним словом, богатство – это неотъемлемая часть человека, это его суть. Поэтому нужно сделать так, чтобы каждый, кто живет в этом мире, был счастлив.
Богатство не будет вашей конечной целью. Это будет всего лишь неотъемлемое состояние всего вашего жизненного пути. Это то, что вы однажды приобретете и уже никогда не сможете потерять. Богатство – это здоровье матери, уважение отца, радость детей, верность друзей и любовь дорогого человека. Если у человека есть больше, чем ему необходимо для жизни, он богат. Богатство – это не то, что человек заработал, а то, что у него осталось после текущих трат. То есть, чтобы стать богатым, нужно не просто много зарабатывать, а еще и разумно тратить, обзаводясь финансовыми и имущественными активами на сэкономленные средства. Богатство – приоритеты самого человека к отношению и пониманию жизни и возможность осуществлять успех для своей жизни, причем, как и богатство, успех является сугубо индивидуальным для каждого человека.